Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинский сотрудник полиции признан одним из лучших в республике Коми. Участковый уполномоченный принял участие в региональном конкурсе и стал победителем. Необычные фронтовые письма солдатам. Дети сделали для военнослужащих открытки-обереги с ангелами-хранителями и молитвами. Пшик и готово. Интинцы могут пройти повторную вакцинацию от коронавируса назально. Переменка с интересными статьями, опросами, фотографиями и анкетированием. Учащиеся 43-й школы ежемесячно выпускают газету с разнообразными рубриками. В среду, 7 декабря, жители верхних этажей многоквартирных домов остались без холодной воды. Не появилась она и на следующий день. Давление воды на город было заметно снижено. Всю ночь специалисты Акваграда пытались найти причину и устранить аварию на трубопроводе. Мы обратились за комментариями к руководству ресурсоснабжающей организации. Вчера у нас, к сожалению, образовалась аварийная ситуация. Значит, у нас произошли два порыва на магистральных водопроводах. Это один в районе шахты Капитальной уже обнаружен, устраняется, и в районе за автобазой, то есть на территории. Там работа сейчас проводится. Вчера всю ночь проводились, то есть специалистам выявлялось место аварии. Сегодня производятся аварийно-восстановительные работы, то есть подготовительные работы, земляные работы. Работа ведется, будут вестись и ночью, если необходимо, то есть предпринимаются меры по скорейшему устранению данной ситуации. Ситуация, конечно, усложняется тем, что погодные условия, во-первых, минусовые температуры, а это у нас одна из магистральных трубопроводов, это пластиковая труба, которая требует определенных моментов при устранении данных аварий, то есть технология такая определенная существует. Работы ведутся в настоящий момент, устраняются, то есть инженерные работники тоже принимают непосредственное участие, главный инженер непосредственно находится на объектах. Давление по городу снижено, то есть в настоящий момент где-то давление на город составляет 2,5 атмосферы. Это позволяет обеспечивать потребителей 4-х этажей стабильно. В 5-м этаже могут быть перебои. Сейчас принимаются меры по запуску дополнительных источников водоснабжения. Это поселок Западный, насосная станция, которая позволит нам, думаю, к завтрашнему утру обеспечить уже и потребителей 5-х этажей, то есть нормальным давлением, так сказать, да, и холодной водой. То есть пока ситуация развивается вот таким способом. То есть понимание есть, работы ведутся, устраняем, приносим, конечно, извинения свои за неудобства потребителям, делаем все возможное. Одни мерзнут, другие изнывают от духоты. Ежегодно в осенний и зимний период в социальных сетях появляются посты с жалобами на температуру воздуха в квартирах. Кто-то пишет, что дома холодно, кому-то, наоборот, очень жарко. В одном из эфиров телеканала «Юрган» руководитель службы стройжилтехнадзора Республики Коми Ольга Микушева ответила на вопросы населения, связанные с отоплением, и рассказала, куда обращаться с претензиями. Когда в наш адрес поступают обращения, связанные с некачественным теплоснабжением, мы такие обращения отрабатываем в приоритетном порядке, и мы сейчас поставили для себя задачу рассматривать такие обращения в 7-дневный срок, а не в тот период, который предусмотрен федеральным законодательством 30 дней. И здесь я хотела бы еще напомнить потребителям уже о тех нормативах, которые установлены к качеству отопления. Эти нормативы установлены правительством Российской Федерации, и они говорят о том, что если услуга теплоснабжения оказывается в дом по централизованным системам теплоснабжения, то в жилых помещениях должно быть обеспечена температура воздуха не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах не ниже 22. И если вот эти нормативы не соответствуют, вернее, температура
в жилом помещении не соответствуют утвержденным нормативам, это говорит о том, что коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества. Потребитель, если у него холодно в квартире, должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Причем потребитель должен удостовериться, что его заявка принята, что она зарегистрирована, и для этого ему на другом конце провода должны озвучить фамилию, имя, отчество человека, который эту заявку принял, озвучить номер заявки и время принятия заявки. И в это же время с потребителем должно быть согласовано время, когда управляющая организация сможет подойти и зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Выявив факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, управляющая организация обязана принять меры к устранению причин, послуживших, повлекших предоставление услуги по отоплению не того качества, которое предусмотрено законодательством. Если управляющая компания не реагирует на обращение потребителя, либо же не принимает мер по приведению отопления в надлежащее качество, потребители могут обратиться в адрес нашей службы либо государственной жилищной инспекции по месту жительства. Мы по данному обращению, как я вам уже говорила, в приоритетном порядке проведем проверку. И если во время проверки будут выявлены факты неисполнения управляющей организацией своих обязанностей, мы примем меры по понуждению данной организации исполнить требования законодательства. Выявление и раскрытие преступлений, содействие в розыске скрывающихся преступников и пропавших без вести граждан, взаимодействие со следственными комитетами и органами дознания, уголовным розыском и судами. Работа Интинского участкового уполномоченного полиции высоко оценена и вознаграждена. Сотрудник ОМВД по городу Инте признан одним из лучших участковых в Коми. Интинский участковый Денис Эдуардович Антипов удостоен золота в конкурсе на звание лучшего участкового уполномоченного полиции Республики Коми. Результаты были подведены в столице региона в ноябре. Устроился я в МВД России по городу Инте в 2004 году, в июне месяце. Работаю уже на протяжении 18 лет. Изначально я 2 года проработал в патрульно-постовой службе, затем 10 лет отслужил в ИВС МВД России по городу Инте, где содержат подозреваемых, обвиняемых. И с 2014 года, с июня месяца, я работаю в службе участковых уполномоченных полиции. Дослужился до звания майора и должности старшего участкового уполномоченного полиции. Естественно, каждому человеку, я думаю, нравится, когда его труд и его старания вознаграждаются. И мне действительно радостно от этого события, того, что я занял первое место в данном соревновании лучший участковый. Это не путать с народным участковым. Народный участковый – это когда голосуют за вас граждане на сайте МВД, а лучший участковый – это когда происходит соревнование среди участковых. Конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми» в этом году проходил впервые. Ранее участковые принимали участие во внутриведомственном конкурсе МВД России, который проводился в 3 этапа. В республиканском конкурсе ограничились 2. Оценивалась работа участковых за весь год. Это и раскрываемость преступлений, и состояние преступности на обслуживаемом участке, количество выявленных административных правонарушений, количество бытовых преступлений. Также участников оценивали по меткости стрельбы, уровню физической подготовки и знанию нормативно-правовых актов, которые регламентируют работу участковых. Участковый – это каждый прежде всего должен обладать такими качествами, как психолог, значит, смелость, решительность. Каждому человеку нужно найти свой подход, где-то пожалеть, где-то припугнуть, объяснить гражданину понятным ему, доступным языком, что он делает неправильно, какое правонарушение он совершает. И, конечно же, каждый человек, общаясь с сотрудниками полиции, не должен быть
обижен на нашу систему, что мы вот так вот как-то его наказали. Мы должны разъяснить гражданину, в чем он не прав. Победителей конкурса определяли по 2 группам с учетом распределения территориальных органов МВД среди 20 городов и районов нашей Северной Республики. В первой группе золото завоевал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Инте Денис Эдуардович Антипов. Хотелось бы, чтобы в этом конкурсе привлекались все участковые, чтобы конкурс был более, состязателен. То есть, если бы сотрудники полиции все участвовали, все участковые, без исключения. Всего победителями и призерами конкурса стали 6 человек, по 3 в каждой группе. Все они получили денежные премии разного номинала. Интинские медики приглашают горожан на вакцинацию от гриппа, пневмококковой инфекции и ковида. На днях Центральная городская больница получила большую партию вакцины Prevnar-13 от пневмокока и 2000 насадок распылителей для назального введения вакцины «Спутник Ви» против коронавирусной инфекции. Медики готовы к назальной вакцинации населения от ковида. Насадки-распылители уже поступили в прививочные кабинеты поликлиники номер 1. По словам врачей, интраназальный способ введения препарата рекомендован для проведения повторной вакцинации. Прививку делают при помощи шприца и насадки в нос на вдохе. После вакцинации пациенту рекомендуется пару часов воздержаться от чихания и высмаркивания. Вакцина та же самая применяется. Тот же спутник Ви, по-иному он называется Гамковид-Вак. Мы применяем ту же самую вакцину, только другой способ введения. Способ введения в ноздрю. В один носовой ход впрыскивается та же самая доза, как и при внутримышечном введении. И она показана абсолютно любым взрослым людям, которые проводят ревакцинацию. Рекомендовано внутримышечно делать все-таки традиционным способом, через внутримышечную инъекцию, самую-самую первую дозу, если у нас есть такие люди, которые вообще ни разу еще не делали прививку, поэтому все же первый раз нужно делать через инъекцию, а последующие разы уже через, можно использовать интраназальное введение. Чем отличается, кроме способа введения? При интраназальном способе введения вакцины формируется еще и местный иммунитет на слизистых оболочках носа. То есть не только гуморальный иммунитет, который отвечает за общую невосприимчивость к данному заболеванию, но еще и местные. Заболевания передаются воздушно-капельным путем, и в первую очередь мы вдыхаем вирус во время заражения. А когда на слизистых оболочках уже будет иммунитет сформирован, тогда вероятность заражения будет еще ниже, чем после введения традиционным способом данной вакцины. Самым первым в Инте прошел вакцинацию интраназальным способом Виктор Титовец. По словам мужчины, за его здоровьем внимательно следит работодатель. Поэтому Виктор Анатольевич все прививки делает своевременно, хотя и сам ничего против вакцинации не имеет. Говорит, прививки переносит легко, возможно, благодаря им крайне редко болеет. Первая назальная такая, да, и интересно. Попробовал, я первый поучаствовал в нашем городе. Советую всем делать вообще вакцинации. Это очень помогает нам всем не болеть, не хворать, уже делаю, получается, второй год уже прививку повторную, и проблем я не ощущаю ни с организмом, ни в работе, потому что у меня по работе, это стабильно, нужна прививка, меня на работу не допускают. При иммунизации назальным методом препарат оседает в носовой полости в виде мельчайших частиц и создает защиту от вируса. Данный вид вакцинации, так же как и внутримышечный, проводится в 2 этапа с интервалом в 3 недели. Правда, имеются противопоказания. Противопоказания есть. Это искривление носовой перегородки, заложенность носа, пересушенная слизистая. Есть такое заболевание, как нафтизиновая зависимость, когда слизистая носа, она атрофирована и она изменена, поэтому и всасываемость лекарственного препарата будет нарушаться. И не рекомендуется в таких случаях применять данный способ введения вакцины. И, собственно, других никаких препятствий нет для выбора именно этого способа введения. То есть искривление носовой перегородки, либо врожденное, либо после перенесенных каких-то переломов носа.
ну и пересушенная слизистая. В Инте продолжается вакцинация населения от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки помогают защитить организм от заражения и тяжелого течения заболеваний. Восприимчивость человека к этим инфекциям высокая. Возможны вспышки в семьях, детских и трудовых коллективах. Особую опасность вирусы представляют для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. У нас очень хорошая новость для жителей города. Мы получили вакцину Prevnar-13. Республика выделила средства для приобретения этой вакцины, и мы получили ее более чем в достаточном количестве. И если мы все предыдущие годы вакцинировали людей из определенной когорты, которые входят в группу риска, у которых возраст 60+, которые имеют определенные хронические заболевания, как сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность. Теперь мы можем позволить делать вакцинацию от пневмококковых инфекций всем желающим. Вакцинация проводится однократно, то есть один раз в жизни этой вакцины проводится вакцинация. Второй раз в качестве ревакцинирующей дозы тоже можно прививаться, но это уже не менее чем через год после Prevnar-13 и другой совершенно вакцины Pneumovax-23. Она имеет совершенно другой состав, и там уже идут показания определенные, там уже тоже учитываются группы риска людей. А Prevnar-13 он показан всем абсолютно без ограничения возраста. Тем, кто еще не сделал прививку от гриппа, врачи рекомендуют поторопиться. Практически во всех городах и регионах страны отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. У нас в наличии есть и Совигрипп, и Ультрикс Квадри. Очень многие ждали Ультрикс Квадри. Это действительно очень хорошая вакцина, одна из лучших на отечественном фармрынке. Поэтому, пожалуйста, приходите, вакцинация от гриппа продолжается. Выбор вакцин есть. Совигрипп мы применяем для людей без ограничения возраста. А Ультрикс, он идет до 60 лет. То есть там идет возрастное ограничение. Медики советуют своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, а при плохом самочувствии обращаться к врачу. В зависимости от индивидуальных особенностей организма у всех людей заболевания протекают по-разному. Отличить одну инфекцию от другой можно только по результатам анализов. Поэтому в случае заболевания лечиться самостоятельно и тем более народными средствами нежелательно. В июле 2022 года спортивные школы «Интинская» и «Юность» приняли участие в проекте «Физкульт-трасс». В его рамках учреждения вовлекали в физкультурные занятия тех интинцев, которые привели детей на тренировку или пришли с кем-то за компанию. В итоге практика наших спортивных учреждений была высоко оценена на федеральном уровне, и «Инта» получила ценный приз. На днях в Приполярный муниципалитет доставили инвентарь – коврики, мячи, утяжелители, палки для ходьбы, фитнес-шары и многое другое. В ближайшее время они будут распределены по спортивным учреждениям. В июле месяце автономная некоммерческая организация «Физкульт-трасс» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации объявила о проведении мероприятий в рамках проекта «Ни минуты не теряем, мы здоровье укрепляем». Этот проект реализовывался в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», и он был направлен на привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом родителей, иных лиц, которые сопровождали детей к местам занятий спортом и которые ожидали их во время тренировочного процесса. И тогда же, в июле месяце, наш отдел спорта решил поучаствовать в этом конкурсе, представил заявку в номинации «Муниципальное образование», и в течение полугода мы проводили мероприятия в соответствии с планом, который также был утвержден организацией, которая является собственно говоря, организатором этих мероприятий. Ну и вот неделю назад, на прошлой неделе, вернее, мы узнали о том, что мы попали в число победителей и как самые активные, наверное, муниципалитет получили спортивное оборудование на сумму порядка 240 тысяч рублей. Естественно, все спортивное оборудование, оно будет передано в наши спортивные школы для того, чтобы они продолжили те мероприятия, которые они проводили в рамках проекта «Ни минуты не теряем, мы здоровье укрепляем». Ну и, собственно говоря,
продолжили оказание услуг нашим интинцам. И я приглашаю наших интинцев заниматься физической культурой и спортом в наших учреждениях. В проекте «Физкульт» раз учреждения Инты соревновались с 42 регионами страны. Наш город занял 3-е место в номинации «Муниципальное образование». Для того, чтобы стать участником этого проекта, недостаточно было просто подать заявку. Безусловно, это был ряд мероприятий, которые реализовывался нашими 2 спортивными школами. Это спортивная школа Интинская, спортивная школа «Юность». Они проводили мероприятия, привлекали население к занятиям физической культурой и спортом. Ну и, собственно говоря, еще и нашими волонтерами, инструкторами, методистами проводились мероприятия, которые также были направлены на привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом. В ходе участия в конкурсе школы «Интинская» и «Юность» проводили групповые занятия по акваэробике, степ-аэробике, шейпингу и фитнесу, самостоятельные занятия по плаванию, тренировки с отягощением, семейные мероприятия, веселые старты и турниры по футболу и баскетболу, проджампинг. Ученики воскресной школы создают своими руками трогательные открытки-обереги для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Юные прихожане храма Святой Троицы уверены, что ангелы-хранители с молитвами, которые несут добро, придадут нашим воинам сил и защитят их от несчастий. Воспитанники Интинской воскресной школы «Радуга» при храме Святой Троицы присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату». В своих работах ребята выразили поддержку военнослужащим, участвующим в спецоперации. По стране прошел ряд акций и школы, и детские сады, и в том числе и воскресные школы, в том числе и наша воскресная школа тоже решила поддержать таким образом наших солдат на Украине, кто участвует в спецоперации. Мы решили, кто-то пишет письма солдатам, кто-то посылки собирает. Но мы решили сделать ангелочков, потому что, где как ни на войне, человеку нужна защита, и какая-то защита может быть ангел-хранителя. Мы решили сделать маленьких ангелочков, и сзади у нас текст с молитвой ангелу-хранителю. Идея написать не просто слова поддержки, а изготовить для каждого солдата ангела-хранителя вдохновила ребят. Мальчишки и девчонки уже не первый день усердно трудятся, вырезают и приклеивают ангелочков и молитвы, создавая под руководством преподавателя обереги. При крещении каждому человеку даруется ангел-хранитель. Ангелы всегда незримо присутствуют в нашей жизни, и именно они нас охраняют, оберегают, защищают от бед и напастей, предостерегают от грехов и укрепляют в страшный час. Хранители помогают как в незначительных и в будничных проблемах, так и в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Им было легче там, чтобы понимали, что за них там молятся. И, наверное, как-то есть мысли о том, что тебя там ждут и любят и верят. Ребята делятся, что это их не первое участие в акции «Письмо солдату». В школе, в которой я учусь, мы там тоже делаем акции такие, проводим открытки к Новому году. Отправляем солдатам, там пожелания, поздравления, Интинская воскресная школа «Радуга» принимает на обучение детей с 7 до 14-15 лет. На сегодняшний день ее посещают 8 ребят на постоянной основе. Школьники с большим удовольствием приходят на занятия, где узнают много нового. Главная цель – духовное воспитание и приобщение к христианским ценностям и культуре. Рады всем, кто приходит. Иногда просто детки приходят посмотреть, как занятия проходят. Попадают сюда дети, в основном это дети наших прихожан. То есть те, кто посещает богослужения, кто воцерковлен, кто ходит в храм, те дети тех родителей и нас посещают. Мы изучаем закон Божий, изучаем Ветхий Завет, изучаем жития святых, праздники православные, культуру православную, азбуку православную. Так ставим и поздравляем с Рождеством, с Пасхой, ставим поздравления с 9 мая.
Открытки-обереги, сделанные детскими руками, будут отправлены в зону СВО вместе с другим гуманитарным грузом, который собирают интинцы. Скоро на линию соприкосновения прибудет целое воинство ангелов-хранителей. Меньше месяца осталось до долгожданного и всеми любимого праздника Нового года. Интинцы активно готовятся к предстоящим торжествам, украшая дома, окна, витрины магазинов, дворы и прилегающие к учреждениям территории. Совсем скоро в разных уголках округа появятся снежные постройки с праздничными елями, мерцающие гирлянды и тематические фотозоны. Сотрудники Центра национальных культур одни из первых решили создать праздничную атмосферу и украсить территорию возле учреждения. В этом году творческий коллектив начал новогоднее оформление с установки чума. Чтобы конический шалаш из жердей гармонично вписался в задуманную экспозицию, к каждому шесту прикрепили гирлянду. Центр национальных культур ежегодно облагораживает свою территорию, создает настроение праздничное себе, и горожанам, и ценковцам. Ежегодно у нас стоят светящиеся фигуры. Это полюбившийся уже медведь, Дед Мороз и снеговик с санками. Но в этом году мы решили еще установить чум, то есть традиционное жилище наших коренных народов Севера. Надеемся, что люди будут приходить, фотографироваться. Хотелось, конечно, установить очень много еще чего, но люди у нас не умеют, к сожалению, беречь то, что мы создаем. Вот буквально недавно мы установили короб для установки новогодней елки. На выходные кому-то этот короб очень сильно понадобился, и этот короб унесли. Хотелось бы, конечно, чтобы интинцы относились бережно к нашему труду, чтобы они ценили, потому что это делается все для них, для наших горожан. Несколько часов работы на холоде, и на территории возле Центра национальных культур создана настоящая сказка, которую уже могут оценить взрослые и дети. Особенно эффектно светящиеся фигуры смотрятся в темное время суток, добавляя волшебного антуража внешнему облику центра города и заряжая интинцев праздничным настроением. В новогодние и рождественские дни площадка ЦНК всегда пользуется большой популярностью, особенно у любителей ночных зимних фото. И этот год не станет исключением, уверены сотрудники учреждения культуры. Сверкающие Дед Мороз, Медведь, Снеговик и Чум станут красивым фоном для множества новогодних фотографий. Педагоги и дети 43-й школы теперь читают собственную газету. В новом учебном году учащиеся 5 и 6 классов попробовали себя в роли журналистов и редакторов. Раз в месяц они выпускают школьное издание под названием «Переменка». Как написать статью и сверстать материал, какой заголовок придумать и какие фотографии отобрать. Все это теперь умеют ученики 43-й школы. В рамках неурочной деятельности они посещают специализированные занятия и занимаются изданием школьной газеты. В 2021 году в нашей школе было поставлено оборудование в рамках национального проекта «Современная школа». Это оборудование мы в основном применяем на уроках картонажно-переплетного дела. Но подумав, как можно еще реализовать это оборудование, мы разработали рабочую программу внеурочной деятельности «Школьная газета». И это было поручено учителю русского языка Каневой Анне Анатольевне с обучающимися 5 и 6 классов. Нацпроект образования помог ребятам с техникой. Сейчас в их распоряжении современное оборудование, компьютеры и интерактивная доска, принтер и брошюровщик. Технику, как и основы журналистики, они осваивают вместе со своим педагогом. Мы первый раз в этом году начали работать со школьной газетой. Для детей это ново, и для меня, в принципе, это ново. Мы учимся, я учусь вместе с ними непосредственно, да. И да, ребят я включаю, они печатают, они набирают тексты, выбирают фотографии, они проводят опросы. Мы делали анкету в самом начале, то есть выбирали, какое будет название у нашей газеты. Этот процесс начался с 1 сентября 2022 года. В 5 А и 6 А, это малокомплектный класс, у нас 5 обучающихся. Первый выпуск газеты «Переменка» получился довольно большим. Ребята занимались его оформлением почти 2 месяца. Работой они остались довольны и с большим энтузиазмом приняли за написание материала для уже следующего издания.
Первый выпуск у нас тираж был 12, по-моему, экземпляров. Мы раздали по классам, то есть каждый классный руководитель получил эту газету. Ребята все читали, рассматривали, всем было интересно посмотреть на себя в этой газете. Дети очень активные, поэтому, конечно же, мы все это вносим в нашу газету. Газета «Переменка» выходит в свет раз в месяц. Сейчас ребята занимаются версткой декабрьского выпуска. Его планируется выпустить тиражом в 20 экземпляров. Распространяться издание будет в пределах школы. И в завершении выпуска объявление: с 12 по 16 декабря на территории Интинского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф» в целях обеспечения своевременной оплаты штрафов лицами, в отношении которых были вынесены постановления о назначении административного штрафа. Сведения об имеющихся неоплаченных штрафах можно уточнить в УМВД России по городу Инте в кабинете номер 46 или по телефону 720 70. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.